вчера же ночью прилетел с командировку, и сегодня утром получил данное послание, и сразу же доложил президенту. Президент провел совещание, создана следственная группа, участием то есть сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД, ГКМБ, и началось расследование. Данное происшествие я хотел бы, по поручению президента, обратно же, я хотел бы довести до вас, чтобы общественность также это было, как бы, общественность тоже знала, да, эту информацию. Я сейчас начну вам показывать. Так. Куда упала-то? Вот. Сегодня утром пришел на работу. Официально ко мне через мою почту, управление делопроизводством, поступил мне вот такой пакет. Вот такой пакет. Так. Этот пакет я открываю пакет. Ну, правда, сперва я не знал, что там очень важное какое-то сообщение есть. Просто мне очень много пакетов поступает. Я этот пакет открываю. То, что здесь при открытии этого пакета сломались даже несколько штук, вот, крышка вот этого пакета, потому что этот пакет был опечатан вот такими печатями, так, снаружи. Вот. Я сломал, естественно, этот пакет. Вот такое, по-моему, было, да, вот такое было, вот так. А это тоже вот здесь было. Внутри пакета было написано вот что. Тоже я просто взял и разорвал и выкинул мусор. А потом обратно пришлось мне собрать их. Здесь было написано о том, что лично Хамчебеку Кадыршаевичу, вот. Лично Хамчебеку Кадыршаевичу, можете посмотреть. 2-3 раза написано, 2-3 раза завернуто это все было. Вот. Хамчебеку Кадыршаевичу было так написано внутри. А внутри этих документов, то есть бумаг, был вот такой конверт. Тоже опечатанный. Вот такой конверт был. Так? А внутри этого конверта был единственная вот такая флешка. Вот она флешка. Другого ничего не было. Ни писем, ни отметок, ничего не было. Вот такая флешка была. И эту флешку я сейчас вам отдам. Я эту флешку второй раз показываю. Это только президенту показал. Сейчас президент у себя переписал. И вам отдаю. Вы тоже можете переписать у себя. Потом переводить на кыргызский язык, на другие языки там, что хотите. Так? И эта флешка лежала внутри вот этого конверта. Вот этого конверта, так? Я вот так посмотрел. Внутри вышел только вот одна флешка вот такая. Я хотел поставить в этот, оказывается, компьютер. Оказывается, сюда надо вот такой подставник нужен. Попросил сотрудника, он принес, я вот этот поставил и через компьютер прочел, что там написано. Я вам сейчас расскажу только содержание, а полный текст вы сами возьмете, потом вы сами рассмотрите. Потом я отнес президенту, президент прочел, посмотрел, и он мне дал поручение это все создать, расследовать, рассмотреть, и что потом, и это было достоянием общественности. Если завтра что-нибудь случится со мной, с моей семьей, или с кем-нибудь президентом, президентской семьей, чтобы общественность знала, это было заранее предупреждено этими людьми. Я все это материалы сейчас передаю. Я уже проводил через свою службу собственной безопасности расследование, но президент сказал, нет, говорит, мы это будем проводить следственной группой. Вот. Кстати, какой-нибудь там компьютер поставите, там потом перепишите какой-нибудь компьютер, да, а потом раздадите себе, ладно? А потом заберешь, ты мне этот принесешь. Хорошо? Возьмите, пожалуйста. Прямо сейчас сделайте. Теперь давайте перейдем о содержании этого письма.
Так? В этом письме указано о том, что я должен исполнить какие-то условия для того, чтобы они не могли уничтожить меня или мою семью. Так? Они это условие тоже открыто сказали, какие условия я должен делать, что я должен делать, каким образом должен поступать. Общее содержание этого письма этими состоит. Мы посмотрели, да, здесь есть прямые угрозы, но и здесь явно видно, это методика работ каких-то спецслужб. Кстати, в этом письме также написано, что он является представителем спецслужбы, которому очень много оплатили и хочет этот заказ исполнить. И что он говорит? И говорит о том, что ему очень много заплатили олигархи, криминалитеты. Так? В этом письме открыто они заявляют, кому я должен помочь и каким образом должен помочь. То есть они условие такое поставили, что на одну чашку весов поставили мою безопасность, безопасность моей семьи, моих близких, и на другую чашку весов поставили исполнение их желаний. Так? Я сразу открыто заявляю, что когда я поступал в эту должность и начал работу, борьбу с ОПГ, криминалитетом, олигархатами, неправильными олигархатами и другими, я знал, что такие угрозы мне будут. Я знал, что таким образом они будут как бы оказывать давление, чтобы я свернул с этой пути. Естественно, этого не будет. Через вас, уважаемые журналисты, хочу обратиться к этим людям, которые мне оставили вот это заявление о том, что я вас не боюсь. Наоборот, вы меня боитесь. Вы меня боитесь. Я вышел на эту тропу войну с вами во благо нашей страны, во благо простых людей, в обеспечение безопасности нашей страны, а не для своих личных целей. Конечно, вас разозлило то, что предлагаемые миллионы я не взял у вас, несколько миллионов, десятков долларов, возможно, даже сотни миллионов долларов. Да, вас разозлило то, что вы не смогли со мной договориться, и вы знаете перспективу моей деятельности. Вас в нашей стране не будет. Ни криминалитета, ни ОПГшников, ни неправильных олигархатов и других людей, которые нечестным путем хотят зарабатывать или занять место в кресле, не будет вас в нашей стране. Да, если вы меня уничтожите, может быть, это обратно вернуться. Да, может, если вы каким-то образом меня навредите, но пока я живой, я с этой пути не свернусь. Вот это вы знаете. Я еще дополнительно хочу сказать, что за все эти годы, за 4 с лишним лет, я уже 5-й год работаю главой спецслужбы нашей страны, на президента было подготовлено двух покушений. Двух покушений. Мы это прекратили. То есть пресекли. Президенту было подготовлено двух покушений. Мы это пресекли. А по отношению ко мне было подготовлено несколько, 5 или 6 покушений. Даже готовились тоннели, чтобы взорвать мою дорогу, где я буду проезжать. Они разными путями хотели меня уничтожить. Но бдительность наших сотрудников, работа спецслужб, милиции не дало им осуществить их планы. И до сих пор продолжается. Планы покушения на меня и
выделение финансовых средств, крупных финансовых средств. Поэтому, как говорится, война или борьба, можно так сказать, борьбу можно сказать прямо, войну можно сказать в кавычках, она продолжается. Продолжается с этими людьми. И по поручению нашего уважаемого президента это дело мы доведем до конца. Наша страна станет свободной, законопослушной, развивающейся, демократичной страной. Мы никогда сзади или позади других стран не останемся. Конечно, нам очень не только мешает, нам препятствует осуществлению нашей мечты в нашей стране. Какие-то продвижения уже имеются по развитию экономики, социальной структуры, инфраструктуры и все другое. Но этого мало. Это только начало. Я очень надеюсь, что все те поручения, которые данные нам нашим уважаемым президентом Садыром Ходжаевичем, мы будем исполнять в срок и с гарантией.